Да, я Андрей из iBinom. Мы в iBinom делаем систему облачной обработки геномных данных. Это такая сложная штука. Тут есть кликер? Ага, есть кликер. Это похоже на поиск иголки в стоге сена. В стоге сена 100 тысяч иголок. 100 тысяч соломинок и одна иголка. А нам нравится цифра 3 миллиарда. И поэтому мы ищем иголку среди 3 миллиардов букв ДНК. Даже одна буква неправильная, одна мутация может привести к наследственному заболеванию, что происходит в каждом 100-м случае. Каждый 100-й ребенок рождается с наследственным заболеванием. Как правило, до совершеннолетия они не доживают. В том числе из-за того, что плохо диагностируются и плохо лечатся. Вот мы хотим помочь таким детям доживать до совершеннолетия и дальше, давая врачам инструмент диагностики наследственных заболеваний. Как можно искать в стоге сена эту мутацию? Можно искать ее руками, перерывая весь сток, то есть просматривая огромную табличку с мутациями и пытаясь найти ту самую ключевую, которая вызвала болезнь. Можно это делать полуавтоматически, с использованием разных ухищрений, но это все равно включает значительный компонент ручного труда и не гарантирует успех. Либо можно отдать весь сток, всю ДНК нам, и мы в нашем пайплайне автоматически все проанализируем и выдадим именно иголку, именно ту мутацию, которая приводит к болезни. Как работает вся эта технология и для кого она вообще нужна? Она нужна для врачей. Если вы сидите здесь, вам эта технология не нужна. Это не B2C бизнес. Это бизнес B2B, который ориентирован на врачей, занимающихся наследственными заболеваниями. Они используют зачастую такие штуки, которые называются секвенаторы. Это приборы, читающие ДНК. Это отличается от 23andMe, потому что я уже предвижу вопросы, а чем вы отличаетесь от 23andMe. 23andMe смотрит примерно на 100 тысяч точек в геноме. Мы смотрим на все 3 миллиарда букв. Не 100 тысяч, а 3 миллиарда. По этим 3 миллиардам букв и можно найти мутации, связанные именно с наследственными заболеваниями, не связанные с вашим риском инфаркта, инсульта, диабета и прочих мультифакторных вещей, определяющих не только вашей генетикой, но и вашим образом жизни. А вот наследственные заболевания передаются вам от родителей и только от них. После того, как мы получаем данные ДНК, мы делаем достаточно трудоемкий с вычислительной точки зрения процесс, называемый выравниванием. Это примерно 1000 ЦПУ часов. И следующее, что мы делаем после выравнивания, мы делаем поиск мутаций, сравнивая выровненный файл с эталонным файлом, эталоном человека, скажем так, с генетической точки зрения. После этого мы создаем, это не фашизм, это наука. После этого мы создаем медицинский отчет, который показывает, какие из найденных нами отличий действительно наиболее важные. Вот в том, чтобы именно этот отчет создать, нам помогает машинное обучение. У нас звучало в одном из интервью прошлых Григория, что после Яндекса некуда людям идти работать в России. Он имеет в виду большие компании, но вот стартапы идут, собственно, к нам после Яндекса, занимаются машинным обучением. Собственно, это и помогает нам делать хороший продукт. Наш продукт работает быстро, очень простой для врача. То есть он не изобилует различными настройками, зато он помогает делать анализ в один клик. И он стоит достаточно разумных денег, потому что в нашем случае скорость равно цена. Мы используем облачные вычисления, и чем быстрее мы считаем, тем меньше мы платим за компьютерное время. Выглядит он вот так. Доступен он на публичном бета-тестировании на нашем сайте iBinom.com. Мы сейчас работаем не только с геномами человека, но планируем на самом деле сфокусироваться только на человеке, потому что остальное, кажется, не очень важным и нужным. Отчет выглядит вот так, он содержит две части. Первая — это статистическая информация о полученных исходных данных, о полученной ДНК. Она позволяет оценить степень кривизны рук вашего лаборанта или там, человека, работающего прибора.
Если кривизна рук не слишком высока, и данные нормальные, то мы генерим список мутаций и отображаем их в понятном для врача виде. Ну, конечно, непонятном совершенно ни для кого, кроме врача. Собственно, я возглавляю команду, я закончил физфак МГУ, работал в нескольких биотехпроектах. Наш технический директор Алексей Бродский работал раньше в Яндексе. Наш научный директор Валерий Ильинский занимался анализом различных геномов людей и не только. В общем, спасибо, мы делаем правильную штуку, мы помогаем лечить людей. Я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Андрей. Замечательную штуку, только я не улавливаю разницы между предрасположенностью и вероятностью к заболеванию, а также к текущему заболеванию. У меня есть, предположим, вероятность отрастить крылья лет через 20, передалась от родителей. Какова эта вероятность? Еще раз, мы не занимаемся вероятностями. Но вы предрасположенность. И предрасположенностями тоже не занимаемся. Тогда объясни, пожалуйста, еще раз. Мы занимаемся наследственными заболеваниями. Они либо есть, либо у вас их нет. Они не могут быть, но не проявляться. Если вы родились с наследственным заболеванием, то вы выглядите так, что сразу понятно. Понятно, что есть наследственное заболевание, но непонятно, какое оно и как его лечить. Разверну вопрос. А какая потребительская ценность от этих данных через врача может конкретному человеку спуститься? Ну, например, ребенок не умрет в 2 года, а доживет до совершеннолетия и дальше. Окей, аргумент. Вопрос, пожалуйста. Есть вопрос интересный. Я думал, вы знаете, для других расскажу. В США там наехал местный Минздрав на 23 НМИ с учетом того, что они якобы занимаются врачебной деятельностью, не просто как считают данные в облаке и определяют также предрасположенности, а дают врачебный прогноз. И, соответственно, они должны получить там разрешение, медицинскую лицензию на это. Ну и, скорее всего, прижмут их к этому, потому что они тоже говорили, что мы только считаем, а типа данные нам обрабатывает другая контора, которая имеет медицинскую лицензию, местный Минздрав там абсолютно не устроила. Что вы будете делать вы, если на вас наедет Минздрав там, или там, где вы инкорпорированы американские? Я понял ваш вопрос. Денег-то у стартапа гораздо меньше, чем у головы. Я понял ваш вопрос. В итоге. Я пытался объяснить это, но я очень плохой выступающий. Мы не работаем с клиентами, мы работаем с врачами. 23andMe, FDA ругает именно за то, что они непосредственно клиентам дают медицинские советы, не имея на то лицензии. Можно спорить насчет этой позиции, например, мне она кажется не очень конструктивной, позиция FDA, но мы просто никакого отношения к этому не имеем. Мы работаем с врачами для врачей, и только врач ставит диагноз. Мы делаем лишь decision support. Мы в микрофон говорим. Для врачей не нужна... Что там не нужно? Медицинские софты сейчас, и ни один из существующих медицинских софтов никак и никем не лицензируется. До этого закона даже в Штатах пока не дошли. Андрей, а напомни, вы какую жидкость забираете? Мы никакой жидкости не забираем. Мы забираем 200 гигабайт данных. Это не жидкость. Окей, на основании чего? Как эти данные получаются в лаборатории? Да. Из чего угодно. Слюна, мазок, кровь, опухолевый материал, там что угодно, смотря что мы анализируем. Здорово. Следующий вопрос, пожалуйста. Андрей, правильно я понимаю, что с Росздравнадзором вы не разговаривали на эту тему? Нет, и мы не разговаривали, и не собираемся с ними разговаривать, потому что мы работаем на рынке Соединенных Штатов. Но ведь возник у них интерес к вам. Так они с вами будут говорить. Как они будут с нами говорить, если мы работаем на рынке Соединенных Штатов? К счастью, Росздравнадзор в США еще ничего ни на что не влияет. Как и Онищенко. Онищенко, Трулова, да. Вопрос здесь. Ну, жестоко, но вот мне кажется, если наследственные заболевания и обычно умирают 2 года, может быть, не стоит вообще против эволюции это идти. А то будут ходить потом люди за головами, тут с 8 руками, зеленые. Что-то у нас тут сообщество фаталистов и лейбористов. Ну, вы знаете, да, в Спарте там людей с физическими недостатками бросали со скалы, а в нацистской Германии тоже не способствовали их размножению. Поэтому, если вы начинаете заниматься евгеникой, то остановиться очень тяжело, мне кажется. У меня вот смежный вопрос. Как это можно
в ЭКО экстракорпоральном плодотворении применять? Есть ли это замена ПГД, предимплантационной диагностики? Нет, это не замена ПГД, это можно применять в ЭКО, если забирать одну клетку и делать так называемый single cell sequencing, одноклеточное секвенирование, но пока это research технология, это не коммерческая. Пока для того, чтобы ДНК-анализ сделать, нужно все-таки такое значительное количество биологического материала. Мне кажется, они друг друга поняли. У меня вопрос, то есть я правильно понял, что есть уже стандартные методики сбора материалов, и уже они обрабатываются, выдаются какую-то информацию, и у вас просто алгоритм, который эту информацию обрабатывает и выдает какой-то более обработанный результат. Есть стандартные методики сбора биологического материала, получения из биологического материала данных. Есть много разных методик по обработке данных, и наши алгоритмы позволяют просто делать быстрее и выдавать не весь список мутаций, там, 10 миллионов мутаций, а помимо этого всего списка выдавать там, 10 самых важных, самых ключевых мутаций, которых мы отбираем с помощью машинного обучения. И мы говорим, что это 10 самых патогенных мутаций, врач, тебе надо смотреть вот в эти участки, вот в эти гены. Это, скорее всего, вот одна из этих болезней. Тогда вот помимо одноразовой вот этой выдачи для конкретного, то есть врача, по конкретному пациенту, накапливаете ли вы эту информацию, имеет ли она какую-то ценность для статистики, для каких-то медицинских исследований? Мы не имеем права накапливать такую информацию. Это все-таки личные данные, персональные данные. Миша, если позволишь, Ань, если позволишь, вопрос задам. Понятно, почему Штаты, а в России когда таким сервисом можно будет воспользоваться? Или воспользоваться можно уже сейчас? В России можно сейчас этим воспользоваться. Не акушерство и гинекология имени Кулакова занимается этим. Пока это в России скорее... Ты знаешь, да, половина населения этим может воспользоваться? Но меньшая часть даже. Пока у них сделано, по-моему, 30 или 40 образцов всего. А дорого это стоит? Стоит сам сбор данных от 800 до 5000 долларов, там, от разных деталей зависит. Обработка данных с нами будет стоить от 500 до 1000 долларов. Даже от 150 до 1000 долларов, скажем так. Анна? Скажите, пожалуйста, а вот вы как интерпретируете вот эти вот данные полученные? То есть у нас какие-то базы данных у вас существуют? Смотрите, есть два способа интерпретации данных. Первый способ интерпретации – это интерпретация по известным базам данных. Здесь мы не изобретаем велосипеды, мы пользуемся самыми лучшими открытыми базами данных, типа проект 1000 геномов, HGMD и прочее. Уверен в его точности? Смотрите, это первый способ, который мы просто даем врачу информацию, что эта запись в такой-то базе под таким-то номером содержится. Но главное, для чего мы нужны, это для тех записей, которых еще нет ни в каких базах данных, для мутаций, произошедших де-ново, то есть впервые. И вот для таких мутаций мы можем предсказать их эффект. То есть мы не утверждаем, мы предсказываем. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот если не Кулакова, скажем, и вы делаете анализ на основе одинакового биоматериала, и, допустим, результаты разные, есть ли вероятность того, что у вас произойдет машинная ошибка, и как юридически вы будете отвечать, если будет доказано, что ошибка ваша? Это первая часть вопроса. А вторая, что такое данные идеального человека, что это такое, откуда вы это берете? Начну с конца отвечать. Данные идеального человека, я так понятно назвал референсный геном HG19, 19-я версия Human Genome. Это научный факт, некий научный консенсус относительно того, как выглядит геном человека, взятый там, нескольких сотен разных человек и усредненный, соответственно, по этим нескольким сотням человек. То есть из-за усреднения там, скорее всего, нет каких-то болезней, потому что если все 100 человек были больны случайным образом, то, наверное, это уже и не болезнь. Теперь касательно первой части вопроса. Если мы вдруг окажемся неправы, здесь... Во-первых, нужно понять, что такое оказаться неправым. В Кулакова проинтерпретировали тоже ведь использование каких-то инструментов, а может быть их инструменты ошибочны. Мы занимаемся тем, что сравниваем наш пайплайн с золотым стандартом в индустрии. Это сайт BioPlanet, там есть проект, который занимается сравниванием всех вообще инструментов для обработки человеческих геномов. И там мы работаем
на том же уровне точности, что и остальные инструменты. Все инструменты могут дать ошибку. А решение, в конце концов, принимает врач. Последний вопрос. Андрей, расскажите, пожалуйста, поподробнее о вычислениях облачных, которые вы используете. Хорошо, мы используем MapReduce, а именно Hadoop, а именно на Elastic MapReduce Амазона. Давайте следующий вопрос, там еще как раз дадим букву. Спасибо. Вопрос вот какой. Представим себе, что, скажем, много-много людей в области 1 года жизни с заболеваниями вы проанализировали. Скольким из них возможно будет продлить жизнь и на какой примерно срок? Потому что не все заболевания, которые вы найдете, грубо говоря, не в каждом случае это даст конечный результат клиенту, медицинской службы, я имею в виду. Спасибо. Да, действительно, не в каждом случае даже точно поставленный диагноз будет помогать, просто потому что для многих случаев нет лекарств. Но это не значит, что этот точный диагноз не надо ставить, потому что мы можем найти среди недодиагностированных людей тех людей, которым можно помочь хотя бы паллиативно.